Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Да. Не было такого. Не было. Я бы такую красивую бабушку запомнил, по-любому. А я так и говорю, я бабуля на связи. Всегда Вот. говорю со всеми. Тем более. Вот. И о чем вообще общаемся с Да молодой, я красивой? Я так. Обо всем по чуть-чуть. По чуть-чуть, я тоже так по чуть-чуть поговорим и разбежимся, да? У вас флаг такой а интересный. Это вы откуда будете? Я с Алжира. Алжир. Страна так. Не, я знаю, что Да. Алжир это страна, да. Просто флаг Ну, первый раз такой видел. Ну, я просто, когда говорю, некоторые люди не знают, что такое Алжир и где он находится. Им придется объяснять. Поэтому, ну, если вы знаете что-то. Вот я в Алжире, 43 года тут живу. И А можно такой, а как попали-то в Алжир? Откуда? Как это я попала. получилось? Ну, это у меня всегда вопрос. Я попала в Алжир, значит, вышла замуж за алжирского студента. А сама Ух я ты. родом с Украины, город Харьков. И уехала еще при Советском Союзе. Вы не жили? А как вы пустили это Советского Союза? Раньше было ой-ой-ой. Да нет, вы знаете, если у вас есть документ, что вы вышли замуж официально и с разрешением это самое, то, конечно. Но, естественно, когда я приезжала в отпуск, меня приглашали на собеседование первое время. Проверяли все-таки супостаты, да? Да. Ну, а потом уже прекратили это все, потому что, ну, спрашивали, как я живу, чем занимаюсь, как там, какие там социальные те самые проблемы, как там здравоохранение, и все в таком духе, понимаете, мелочишки вот такие. Ну, рассказывали, некоторые удивлялись, как это так, у вас там, говорит, платная медицина. Я говорю, ну, есть и платная, есть и бесплатная. Лекарства, если вы застрахованы, вам возмещают стоимость лекарств. Так что, ну, если они, конечно, удивлялись, как это так, не может такого быть. Ну, я говорю, это ваше дело, верить вам или нет. Вот. Ну, даже до сих пор вот у меня хроническое это самое давление. Я плачу лекарства всего 20%. У меня специальная карта. Вот, так что. Ну, а вы с какого города? Я с Белгорода. Белгород, вы же соседи, мы с вами, я с Харьков. Да. 70 километров. Белгород. Автобусами ездили в Белгород, да? Мы пацанами еще на Явах за пивом ездили в Харьков. Да, это было, да. Но сейчас, конечно, тяжеловато, да? Сейчас по-другому, конечно. Сейчас закрыто, да? Да, конечно. Но я тоже вот не могу тоже приехать сейчас тоже туда. По всем Ну, обстоятельствам. Во-первых, это временно. Я думаю, скоро все настроится, все наладится, все будет хорошо. но дело в том, что у меня там мама, брат, сестра, мне хочется с ними увидеться. Конечно, я общаюсь с ним по телефону, телеграм-канал и вайбер и все в таком духе. Вот. Но все равно хочется увидеться. Мама у меня уже старенькая, поговорить с ней. Вот, так что. Но меня не пустят, потому что у меня российский паспорт. Вот так. В Алжире? Да. Это как? Ну как, я стою на учете в советском посольстве. Мама, вы кто? Вот так. Ай, господи. Ой. Ну, конечно, я не меняла гражданство. Ну, то есть, как получилось, когда был распад Советского Союза, тогда не было украинского посольства. Мне не дали возможность. Пошла в российское консульство, сказали, вы гражданин Советского Союза? Я говорю, да. Ну, имеете право на российское гражданство. Вот и все. Заплатила и получила. Обалдеть, да? Не, ну интересно. Вот так. Класс. Интересно, да. Вот такие дела. И так и живу. Вот недавно поменяла, кстати, паспорт на
Потому что срок давности истек тот старый, и получила новый. То же самое. Пошла, заявку сделала, выдали новый паспорт. Никаких проблем, да, в принципе. Да, никаких проблем, абсолютно. А вот Абсолютно. много там у вас там русскоязычных таких вот людей или как? Ну, там есть, да, вот те, которые, ну, как я, уехали еще с тех времен, 45-50 лет назад, понимаете. Мы Ну, общаемся, конечно. хватает таких людей, нет? А так Хватает, вообще какой хватает. язык общения-то так вот в общепринятый? В основном, вы знаете, в основном говорят на алжирском языке. Знаете, это, Мгм. говорится, суржик, то есть это арабский с французским, вот такой вот. А я вообще Ну, я вообще-то на французском говорю. понял. Ну, на французском и на арабском, ну, на алжирском, то есть Я в понял. зависимости от того контингента, с которым я общаюсь. Есть люди, которые не говорят по-французски, говорят Понятно. по-арабски. Ну, тут в Алжире вот вообще 3 языка. Французский, вот этот алжирский и берберский. Поэтому, Ух ты, смотри. да. А берберские — это коренные жители Алжира. Они Мгм. еще жили до прихода арабов. Мгм. У них был Новый год, кстати, 12 января. Новый Мгм. год 2900, 2927 А вот год. как-то принято вот на Новый год какое-то блюдо, может, такое национальное какое-то интересное, как вот это? Что? Ну, блюдо какое-нибудь есть вот такое, новогоднее блюдо, вот что, как отмечают? Специально готовят. И, кстати, они в основном на Новый год, они, значит, что делают? Покупают орехи, конфеты. И вот у меня внучка, ей сейчас Мгм. 6 месяцев, вот ее Мгм. сажают в таз, посыпают этими орехами, А, конфетами. Да. ну, чтобы Вот. благоденствие было, да, вот это благополучие, да? И вот они готовят, у них национальные блюда, вот как кускус. Может, вы слышали? Нет. Ну, это что такое, вкуснятина такой, как это, как конфеты или что это? Нет, кускус это Вот. готовится он такой вот, подождите, у меня оно есть, я вам покажу, если вам интересно. Конечно, очень интересно. Кстати, я сегодня готовила этот Ага. кускус. В общем, такое блюдо, как бы мне показать, сейчас я вам покажу. Мгм. Как бы показать. Тесто с медом, да? Вот. Но это можно есть и с медом, и можно и с М. мясом, можно как это самое, вот, и со всеми. Это у них национальное блюдо. Они вообще готовят его на праздники. И есть еще другие такие тоже специальные. А вы вот свои Вот. блюда им какие-то давали пробовать, там борщ, я не знаю, суп какой-нибудь, нет? Вы знаете, борщ я готовила, но он не пошел здесь в Алжире. Из-за Видно, чего? понимаете, вкус Ну, овощей не понятно. тот. М. А? Не Ну, может тот. быть, может быть. Вот. Да, поэтому я готовила, но как-то он не пошел, и я оставила это дело. Думаю, ладно, будем готовить их А так в традиционные и все. основном, так в основном, что в пищу идет? Там рис, я не знаю, что такое, каша там. Ну, рис, да, рис едят, готовят рис. Ну, много блюд, понимаете, много. А Как гречка, он, гречка есть у вас, нет? Греча есть? нет, гречки нет. Гречки нет, но Не есть, поеду в да. Алжир только из-за гречки, все не поеду. А вы любите гречку? Обожаю. Да? Я тоже люблю, и я скучаю. Но якобы должна где-то быть. Говорят, в каких-то магазинах можно найти. Ну, может Но быть, они где-то не в русских магазинах, может, есть. Я поняла, у них есть гречка, но она мелко-мелко раздроблена. Они Как эту гречку мука. не как муга, а как это самое. Ее готовят на пару, тоже очень вкусно. Ага. И они ее едят, знаете, с кем? С чем? С кефиром. Есть такое, знаю, да. Знаю. Ну, то Да, есть, вот, на ночь замачивают гречку в кефире, а утром ложкой. Ну, есть такое, да. Ну, да. ее на пару сваришь, на пару, и замочишь потом в кефире. Тоже вкусно. Ну, много Мгм. насчет чего можно. Можно А вот, поесть много чего. молочки много, потому что говорят, в таких вот жарких странах молочка как бы не Нет, есть воспринимается. молоко. Есть? Нет, есть молоко.
есть сыры, есть эти вот, как их называют, йогурты всех, какие Мгм. хотите. Банановые, клубничные, все Ну, я понял. всякое. А можно Вот. такой нескромный вопрос? А кем вы работали в Алжире вообще? Профессия была какая-то? Вы знаете, я вообще-то профессионально я шью. А, швея. Видишь, видишь, Мгм. видишь. Я шью, как их национальные одежды. Много работала в театре, с театром шила там для О, театральных. декорации, да, вот это все. А? Ну, Ну, в общем, да, декорации, костюмы театральные, да? да, я это мое, понимаете. Я люблю вообще вещи шить, люблю материал, люблю вот чувствовать это все, понимаете. Вот. И до сих пор шью. Вот уже скоро. Интересная судьба у вас. Как бы. А? Интересная Общение с судьба людьми. у вас. Мгм. Что? Общение с людьми тоже очень много, понимаете, когда вы работаете с кем-то, шьете по заказу, и всё, вы общаетесь с людьми. У меня все специальности, и профессора, и доктора, и все приходят, шьют. Так что большое общение бывает. Я не скучаю, Ну, честно говоря. классно, классно, классно. Вот прям рад за вас. Это, Я не знаете, только там. был такой фильм, это «Апостол», когда э, про- к профессионалу портному пришли, и он смотрит, говорит, записывает, плечо там столько-то, на взгляд. Да, да. Говорит, а вы что, говорит, метр не возьмете? Говорит, слышь, говорит, я Сталину камзол шил. Какой метр? Да, То есть, до да. ну, есть же специалисты, как бы, да, вот в любых профессиях. Ну, как говорится, глаз алмаз, понимаете, я Да, да, тоже, да, я да. когда смотрю, Но это и мне профессионально, вот наверное, с годами приобретаешь. И мне вот когда говорят: "А вот где твои выкройки?" Я говорю: "Я прямо рисую прямо на материале. Вот раскладываю материал и на нем рисую все. Так что у меня нету Ну, этих это вот, опыт. Это опыт. Надо да, передавать кому-то. Внучке можешь передать вот это все умение. внучки еще маленькие у меня внучки. Да, еще М, подросток, куда они денутся. Сейчас глазом моргнули, уже можно иголку в руках держать. Да, конечно. Вот, так что это. Ну, в общем, Белгород, привет Белгороду. Привет бывшим харьковчанинам, Алжиру привет, мира, добра, счастья, здоровья. Берегите Может, себя, еще здоровья, может, здоровьем главное. встретимся. Давайте, Да не давайте, вам вопрос. Всех также. благ, Всего всех хорошего. благ. Хороший.